Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой: что случится, что ждет со дня на день. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, дату рождения, так и спросите, что случится, что меня ждет со дня на день. Я думаю, вы все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, подарки. Идут вам какие-то подарки. Будут вам дарить. Причем не совсем то, чего вы хотите, либо не совсем то, на что вы рассчитывали. Но тем не менее, тут момент, знаете, какой сюрприз, неожиданность и восторг. Может быть, у вас день рождения будет, либо какое-то мероприятие, гости придут в ваш дом, и вот кто-то из этих гостей принесет для вас подарок. А может быть, человек, который вас любит, ценит, хотел бы выразить свои чувства, либо выразить свою признательность. Вот прям неожиданно для вас будет подарено то, что просто вас, и порадует. И вот какая-то эмоциональность идет, кто-то прям расчувствуется вот от такого подарка. Вещь какая-то необычная, подарок сам по себе необычный, но вам очень будет приятно. Прям удовольствие и вот эта эмоциональная насыщенность идет. Так, мои хорошие, с подарками мы разобрались. Смотрите, здесь вот у меня пара. Пара со своими взглядами на жизнь, со своими интересами. Непростая пара, отношения непростые. Не всегда получается договориться. Не всегда получается жить в мире. Да, какие-то конфликтики, недопонимания происходят. Разные вы люди с разным темпераментом, с разным вкусом к жизни и с разной какой-то подачей. Да, вот манера разговора, манера поведения. Даже обижаетесь вы друг на друга по-разному. Смотрите, вас здесь что-то будет объединять. Если даже вы сейчас в конфликте, либо между вами, скажем так, кошечка пробежала, черненькая, да, обидки какие-то есть, и я вижу, что вы прям друг другу навстречу бежите. Вот какая-то ситуация вас подтолкнет к тому, чтобы вы объединились и совместными усилиями что-то решили, либо чего-то добились. То есть вы одинаково будете вкладываться и друг друга будете поддерживать. Вы справитесь с той ситуацией, которая идет в вашу жизнь, причем вы потом судьбу будете благодарить за эту ситуацию. Вы очень сблизитесь, вы примиритесь, вы восстановитесь. И даже лучше начнете понимать друг друга. Как будто бы еще ключики получите. Да? Вот такая разгадка идет. Да? Как мне нужно себя вести, либо как мне нужно относиться к своему партнеру, чтобы у нас не было конфликтов, чтобы у нас был мир. То есть прекрасная, кстати. Не бойтесь, что будут проблемы. Наоборот, вас вот эта проблема либо ситуация, она сблизит, и вы восстановитесь с этим человеком. Здесь я вижу, какую-то пару ждет поездка. Либо вместе поедете за покупками по магазинам, а может быть, кому-то даже поедете. Разговор у вас будет. Разговор, и вот партнер ваш что-то вам скажет. Либо намекнет, либо даже что-то попросит вас. Не игнорируйте эту просьбу. Вот прям эта просьба, она раскрывает суть вашего партнера, либо суть проблемы, с которой ваш партнер столкнулся. Если вы исполните эту просьбу, либо
как поможете, да, в этой ситуации, вы также очень сблизитесь. И в глазах вашего партнера, ну, просто святая женщина, да, так к вам будет и относиться. И постарается, конечно же, вас, ну, поблагодарить и тоже сделать вам приятное. Так, кто-то у меня будет очень сильно ревновать, но тут как ревность идет от женщины к мужчине, не наоборот. Может быть, приревнуете своего любимого человека, может быть, приревнуете, там, не знаю, коллегу на работе, либо приревнуете даже кого-то из детей. Да, старайтесь эмоции свои держать под контролем. Знаете, вот видится одно, а на самом деле все по-другому. Там не к чему ревновать, понимаете? Не к чему. Ну вот как эмоциональная такая встряска у вас произойдет. Мои хорошие, старайтесь себя сдержать, старайтесь не акцентировать внимание на этой ситуации. Просто посидите, помолчите и дайте время. Ситуации закончится, либо как-то разрешится, вы поймете, что вам действительно показалось, и ничего страшного нет. Так, здесь, смотрите, кто-то у меня будет прихорашиваться. Может быть, действительно день рождения, либо какой-то праздник будет в вашем доме. Я вижу, что вам кто-то будет помогать, может быть, макияж делать, может быть, подбирать какую-то праздничную одежду. И человечек так будет стараться, прям, знаете, душу всю свою выложит. Не забудьте этого человека поблагодарить. И даже если вам эти предложения, ну, не совсем там зайдут, да, может быть, не ваш стиль, либо вы не пользуетесь таким ярким макияжем, постарайтесь своими словами просто объяснить. Не надо соглашаться, если вам что-то не нравится. Человеку важно, чтобы вы себя чувствовали красивой, чтобы вам нравилось, а не то, чтобы вы угождали этому человеку и соглашались с его там мыслями и идеями. В общем, будете русалочкой. Русалочкой прям такой обворожительной, какой-то фурор прям произведете. Люди будут прям так слепнуть от вашей красоты. Ну и сразу хочу предупредить, возможно, будут женщины, две женщины, может быть, они мать и дочь, может быть, они там, подружки заядлые, да, вот могут вас, ну, ахаять, да, то есть сказать, ой, нацепила на себя, да, там не по возрасту, ой, что ж ты так разукрасилась, да, могут какие-то вот такие типа в шутливой форме, но вот чтобы укусить и обидеть, будут кидать такие слова. Мои хорошие, игнорьте, и если от этих именно конкретных женщин пойдет этот негативчик, знайте, что вы шикарны как никогда. То есть это вот от них в их извращенном уме, там, понимании, да, это прям комплименты идут в вашу сторону. Поэтому не обращайте внимания. Так, девчонки, кто-то столкнется с харассментом. Скорее всего, на работе вот мужчинка прям проходу давать не будет. Проходу, он как-то то ли соскучился по вам, то ли как влюбился, возможно, в вас. Вот прям приставать может к вам, там, упрашивать вас о свидании, вот пытаться, там, не знаю, к вам прикоснуться. Прям такой прилип, как банный лист. Вот, мои хорошие. Но, честно скажу, у него действительно к вам огромное желание вот именно интимного характера. Да, вот влечение, он с собой ничего сделать не может. Это его нетипичное поведение. Он так себя никогда не вел, никогда и ни с кем. А вот вы настолько вскружили ему голову, настолько вы поселились в его голове, что он уже не справляется, он не может себя держать в руках, он даже не понимает, что он делает. Вот знаете, как вижу цель, не вижу препятствий. Вот хочу, не могу. Вот прям до боли вот такое желание человек вам может испытывать. Как реагировать? Ну, я думаю, что вы все девочки взрослые, вы все знаете, да, как мужчину отшить. Ну, если мужчинка вам нравится, пожалуйста, все получится, все сложится. Его мысли, его чувства, они искренние. Искренние, да, потерял голову, да, немножечко сошел с ума, но поверьте, это вот любовь, да, любовь творит такие чудеса с человеком. Вот, прям напор идет. От мужчины идет напор. Дальше, мои хорошие. Кто у меня? Ну, тут мужчина либо командировочный, либо будет собираться уезжать, либо он уже уехал.
Здесь какие-то продолжительные очень разговоры по телефону, вы прям устанете. То есть вы любите своего мужчину, но он так занудливо будет вас там расспрашивать, там 10 раз скажет, что я тебя люблю, там целую, а что ты делаешь, а что ты кушаешь, а что ты там, сям. Прям дотошно будет вас расспрашивать. Значит, не нервничайте. Это он по вам так скучает. Скучает, и прям ему так грустно. Может быть, первый раз он столкнулся с этой ситуацией, что он от вас далеко. Может быть, знаете, как особенно в этот момент, да, прям несчастным себя брошенным почувствовал. И разговоры тут бесконечные, там и 2 часа можете проговорить, и 3 часа. Значит, мои хорошие девочки, не нервничайте. Главное, вот грубо с ним не говорите, и не надо вот говорить, что мне некогда, 5-е, 10-е, потому что он может неправильно воспринимать эту информацию. Да. Понятно, что жизнь, там детки могут быть, там дела, обязанности. Вот. Ему-то делать там нечего, он сидит, скучает, а вы, сказав ему, что извини, у меня дела, он сразу подумает, ой, я ей не нужен, ой, только лишь я уехала, она сразу же там дела себе нашла. Вот, не поступайте так. Ну, хотите, включите телефон на громкую связь, пусть он там сам с собой разговаривает, а вы занимаетесь своими делами. Вот. Также вот вариант, что батарейка села, тоже хорошо подойдет. Вот. Скажите, зарядку забыла, сейчас на работе некогда говорить. Либо на работе зарядку забыла, телефон сел, ну что я могу сделать? Конечно же, я хочу с тобой общаться, но вот такая ситуация. Какой-то прям бесконечный разговор идет. Так, мои хорошие, идем дальше. Здесь вот соседка, возможно, женщина, она как-то рядом с вами находится, может подкинуть вам какую-то работу, либо даже попросить посидеть со своим ребенком. Потому что, видите, идет такая кукушка, ребенка на руках к вам несет. Мои хорошие, если времени у вас нет, если у вас какие-то свои дела, обязанности, смело отказывайте, смело отказывайте. Она поймет. Но если вы согласитесь, будьте готовы к тому, что она те сроки, которые вам озвучила, ну, допустим, говорит, мне нужно в магазин, я там выбегу буквально там на 30 минут, на 40 максимум. Она может уйти, и ее часа 3 точно не будет. И вы вот в такой щекотливой ситуации окажетесь. Может быть, у вас действительно свои дела есть, может быть, вам что-то нужно делать, чем-то заниматься, а вы вынуждены вот сидеть нянькой с чужим ребенком. Вот. Если у вас времени свободного полно, тогда вы можете смело соглашаться, посидите, пообщайтесь с чужим ребенком. Кстати, ребенок очень себя будет вести достойно, спокойно, то есть не доставит вам никаких проблем. Вот такая женщина интересная у вас, по соседству проживает. Так, а у кого-то наоборот может отыграться. Соседи устроят какую-то дископати там, на всю ночь, да, там, с музыкой, с криками, ну, понимаете, да, полная программа, какая-то беспокойная прям ночь может быть у вас. Мои хорошие, ну повлиять, я так понимаю, что не повлияете, тут хоть ходи, хоть проси, хоть там полицию вызывай, все равно они будут шуметь. Вот. Ну тогда уж наберитесь терпения, либо приобретите беруши. Беруши, да, ушки заткнули и спите себе спокойненько. Но не специально, да, ну так получилось. Получилось, вот будут шуметь, скорее всего. Так, здесь вот какая-то интересная ситуация с магазинами связана. Не могу понять. Вот как будто бы выбор большой у вас. Вы идете, прям глаза разбегаются. У вас как риск, знаете, вот купить все, что вы увидите, да, либо купить все, насколько денег хватит. Мои хорошие, какое-то эмоциональное состояние, когда, ну, как говорится, мозг отключается, и вот это вот желание, да, мне все нужно, мне нужно это, и то, и 5-е, 10-е. Прям такой риск, что вы можете очень много потратить денег, накупить всякой, извините, мишуры, ненужных вещей, а потом будете сами себя ругать. Вы уж тогда себе придумайте какое-нибудь стоп-слово, либо не берите с собой все денежки, да, какой-то лимитик берите, пишите списки, если вам нужно. Вот какой-то вы магазин попадете, может быть, несколько магазинов. Вот прям все, что вам нужно, все будет в наличии, и прям желание покупать. Деньги вам будут нужны. Поэтому старайтесь не тратить, покупайте необходимое, либо какие-то редкие вещи, которые, ну, сложно найти. И прям подумайте о том, что вам денежки понадобятся на что-то другое. Так, здесь какое-то мероприятие связано
переговоры, собрания. То есть большая группа людей, и все как будто бы что-то пытаются там кому-то доказать, друг другу доказать, какие-то споры могут происходить. В общем, вам как будто бы придется там присутствовать. Очень скучное мероприятие. Вы идете туда с мыслью, ну, донести какие-то свои знания, да, свою правду, свое мнение. А когда придете, поймете, что это просто сборище крикунов, да, которые ничего не хотят решать, то есть обсуждая там свои какие-то обиды, претензии. Ну, в общем, как пустая трата времени у вас идет. Вот. Ну, хотите, не идите. Просто вы не разочаровываетесь. Если у вас есть какие-то предложения, если вы хотите действительно донести свою точку зрения, идите напрямую. Ну, например, там, к человеку, кто главный. Да, если на работе, то к начальнику идите, или потом напишите заявление. А вот это мероприятие вы особо не рассчитываете, потому что там, кроме такого, знаете, шума гамма, да, ничего такого конкретного не произойдет. Так, смотрите, здесь какой-то соблазн идет. Соблазн, связанный с деньгами. Деньги, прибыль, может быть, даже какой-то выигрыш. С чем-то вам предстоит столкнуться, либо кто-то вас будет подбивать на какую-то аферу, либо авантюру. Мои хорошие, выигрыша не будет. Вот здесь четко показали, если вы на это пойдете, вы потеряете свои кровно заработанные, останетесь, как всегда, при своих интересах, и то, что вам обещано, либо то, на что вы там соблазнились, искусились, вам так и будет недоступно. Поэтому не стоит тратить на это время и не стоит тратить на это деньги. Вот. А если кто-то вас соблазняет, ну так вы этому человеку скажите, ну давай, сделай ты, я посмотрю, получишь результат, мне расскажешь, потом уже и я пойду делать. Не соглашайтесь, вот прям соблазнять очень сильно вас будут. Либо кто-то будет вас соблазнять, вот потратить куда-то деньги, сверхприбыль могут обещать, либо вы сами можете соблазниться, да, там, на лотерейный билетик, на какой-то розыгрыш, да, на какие-то вот финансовые вложения. Вот прям пахнет обманом, да, каким-то лукавством и неправдой. Воздержитесь, пожалуйста. Так. Здесь у меня очень хорошая пара, очень замечательные люди, они друг друга очень сильно любят. Но пара как будто бы под опасностью находится. Со стороны, простите, со стороны мужчины какая-то очень хитро сделанная женщина пытается, я не знаю, то ли разругать вас, то ли как бы скомпрометировать даже, возможно, этого мужчину. Но она старше, чем этот мужчина по возрасту. Старше. Может быть, мама его, либо, может быть, ваша мама. Да, вы столкнетесь, вот кто-то прям критиковать вашего мужчину будет и будет говорить, да что, он же такой сякой, он плохой, он там пятое, десятое, да, ну кучу вот гадости вы слушаете. Значит, смотрите, причина, я так скажу, это ревность. Либо его мама ревнует к вам, да, и пытается сделать так, чтобы вы разочаровались в мужчине и его бросили, либо ваша мама ревнует вас и хотела бы, чтобы вы, ну, скажем так, от мужчины, от своего отвернулись. Поэтому, мои хорошие, доверяйте друг другу, ваша любовь настоящая, вы друг друга действительно любите, вы хорошая пара, и надо быть все-таки вместе и друг другу доверять. Все в жизни бывает, все в жизни бывает. И даже очень хорошие люди подвержены вот ревности. Ревность — это такое чувство, оно выжигает, толкает на всякие гадости, безобразия. На месть может толкнуть, там, да, на ложь. Поэтому также отнеситесь с пониманием к этой женщине. То есть вот она стала заложницей этой ревности, поэтому так себя повела. Так. Здесь могут быть какие-то разборки с детьми. Вот будете либо детские вопросы решать, да, что-то ребенок там сделал, не сделал, какие-то проблемки случились, либо вы будете обучать вашего ребенка, то есть давать какие-то толковые, нужные и важные советы, причем подкрепляя даже какими-то, ну, я не знаю, примерами, допустим. И тут, мои хорошие, важно четко понимать, чего хочет ваш ребенок. Вот чего отталкивайтесь не от того, что вы хотите для вашего ребенка, а что именно конкретно
хочет ваш ребенок, какая цель у вашего ребенка. И уже, соответственно, этим желанием подбирайте там примеры, либо давайте хорошие советы. Вот. Дальше, мои милые. Здесь вот на работе у кого-то, на работе прям, да, какая-то драма разыграется. Может быть, кто-то заболел, либо какие-то проблемы у человека. Вот такое впечатление, что люди будут обсуждать чью-то проблему, возможно, будут собирать денежки, да, чтобы помочь, там, поддержать этого человека. Вот вы как присоединитесь, либо вы как организуете вот эту помощь, сбор помощи. Ну, такое очень ответственное дело на себя возьмете и очень социально важное. Мои хорошие, вы молодец. Вы молодец, что вы этим занимаетесь. И поверьте, вам за вот эту вашу доброту обязательно воздастся. Пусть не сразу, пусть не так видимо, но обязательно вам вот прям Боженька за это награду даст. Вот прям четко это показали. Так. От каких-то родственников пойдут тревожные новости. Они не настолько тревожные, сколько вот родственники либо напуганы чем-то, либо обеспокоены. Ну вот прям, знаете, будут вам там рассказывать какие-то страшные вещи. Но вы будете слушать и понимать, что это просто, это просто страхи людей, да. И они под каким-то впечатлением, ну вот, скажем так, приукрашают действительность. Мои хорошие, выслушайте, от вас не убудет. Вот, но помощь какую-то оказывать, я думаю, что это не в ваших силах, вот помочь что-то сделать. И, в принципе, те, кто будут просить, они тоже это понимают. То есть, наверное, важно, чтобы вы послушали. И не принимайте близко к сердцу. Там не все так страшно, как вам сообщили, либо рассказали. Просто эмоции, да, эмоций очень много. Так, здесь, кстати, какая-то повышенная у вас интуиция отыграется. Вот кого-то прям предупредит интуиция об опасности, либо о каком-то заблуждении. Может быть, конкретно в человеке вы заблуждались. Вы прям, знаете, почувствуете, вот голова может разболеться, чувство опасности появится. Может быть, даже на какого-то человека, вот как рвотный рефлекс даже пойдет. Да? Вот именно каким-то таким образом чувственным, да, ваша интуиция будет предупреждать. Ну, например, вы хотите куда-то ехать, вы ждете свой транспорт, подъезжает транспорт, и вы понимаете, что у вас там нога очень сильно заболела, либо голова начала кружиться. Вот прям таким образом, вот на физическом уровне ваша интуиция вас будет предупреждать. Прислушивайтесь, пожалуйста. Это вот важно для вас, для качества вашей жизни, для вашего здоровья, для того, чтобы не попасть в неприятности. Кстати, по поводу здоровья. Берегите, пожалуйста, конечности. Здесь могут быть травмы. Также, если у вас варикоз, если у вас проблемы с сосудами, вот какая-то повышенная чувствительность идет, то есть принимайте меры, крема, гели, если варикоз, да, там чулочки специальные можно носить, какая-то лечебная физкультура. То есть здесь нужно обращать внимание и заниматься собой. Я не могу сказать, что прям болезнь пришла, откуда и не ждали. Нет, это какая-то хроника ваша, которая может дать о себе знать. По какой причине? Может быть, что-то происходит с атмосферным давлением. Может быть, у вас вот какой-то затяжной, не знаю, маршрут будет, да, либо вы вынуждены будете долго сидеть на одном месте, там ноги могут, отек ноги может пойти, да, то есть какие-то моменты могут быть. Плюс для тех, кто работает на земле, да, там сад, может быть, у вас свой огородик, может быть, вы вообще живете в деревне, у вас своя ферма. Здесь вот прям берегите, травмы могут быть. Травмы конечностей, и причем такие, я вам скажу, прям ощутимые. Это не просто синяк, да, не просто ушиб, а вот прям может что-то неприятное быть. Не дай бог, конечно, я закрою это предсказание, но тем не менее я вас предупредила. Обращайте внимание, например, на инвентарь, да, там грабли, вилы, всякие там собачки, там рыхлители и прочее, да, разбросанное что-то может быть в траве, на земле, вы можете не увидеть, наступить, да, чтобы себя обезопасить, мои хорошие. Вот именно конкретно кто зашел на эту отсыпку. Так,
какие-то вы угощения будете готовить. Знаете, вот либо в голове у вас мысли что-то приготовить такое необычное, может быть, какой-то интересный рецепт вы видели, либо увидите. Будете себя, конечно, проявлять, вот всю свою фантазию будете проявлять, вот как творчество на кухне у вас идет. Шедевр. Шедевр какой-то, прям вот слышится это слово. Кто-то вас прям так и похвалит. Вот прям, знаете, скажет: боже, ну это самое вкусное, что я когда-либо там и видел, и пробовал. Потому что это будет не только вот эстетическое наслаждение вкусовыми качествами, но еще и визуально будет, ну, просто как произведение искусства. Мои хорошие, вот идет информация, что кто-то себя недооценивает вот в плане готовки. Вот прям у кого-то есть талант, у вас есть ощущения вкусовые, которые недоступны другим людям. Вы как будто бы можете сами рецепты придумывать, либо, как, знаете, на глаз, да, готовить, и это, ну, прям Мишлен отдыхает, скажем так, да, там шеф-повара люксовые, они отдыхают. Может, вам следует обратить внимание на свой талант, может быть, стоит вам делиться этой информацией, там, своими рецептами, своим видением там, готовки. Может быть, вы именно на этом поприще, во-первых, удовольствие получите от того, что вы помогаете другим, от того, что вы делитесь тем, что вы знаете, умеете, плюс кому-то вот идет, что, возможно, вы на этом и зарабатывать сможете. Вот, подумайте об этом. Вот буквально, да, вот там сегодня-завтра, вот у вас прям желание, порыв, я хочу это приготовить. Ну вот прям может даже присниться вам это блюдо. Вот кого-то прям подталкивает судьба именно усилиться в этом направлении, да, и заниматься этим. Не сомневайтесь в себе, вы очень талантливый человек. Так, кстати, я хочу всех предупредить. Вот в ближайшие там сегодня-завтра, послезавтра у вас появятся какие-то желания. Кто-то захочет готовить, кто-то захочет там шить, вязать, вышивать, что-то делать своими руками. Вот у вас талант ваш просится. Если вы захотите пойти в караоке и просто там петь, да, значит, ваш талант именно в этом. Обратите на это внимание. Возможно, время пришло дать волю вашему таланту, да, явить миру ваши способности. Вот как попросится у вас талант. Так, вы запланировали встречу с какой-то женщиной, и вы на эту женщину очень рассчитываете, вот что она вам поможет, что она для вас что-то сделает. Прям ждете с нетерпением встречи с этой женщиной. Смотрите, я так вам скажу. Тот результат, который вы хотите, вы, скорее всего, не получите. И у большинства, да, вот отыграется, что женщина не та, за кого себя выдает. Вот в прямом смысле слова. Вот вы как встретитесь, вы идете такая: ох, сейчас мне помогут, сейчас решится мой вопрос. Разговариваете с этим человеком, понимаете, что что-то здесь не так. Ошибочка вышла, да, не тот человек. Значит, может женщина вас уговаривать либо на какие-то траты, либо, может быть, какие-то услуги свои навязывать. Вот сразу, вот как только начинает это делать, встаете, разворачиваетесь и уходите. Здесь вот прям, ну, развод, да, развод на деньги идет, вот прям в чистом виде. Ну, мошенница какая-то. Красивая внешняя форма, да, какая-то подача шикарная, а когда ты с этим сталкиваешься, тем более такой человек с интуицией, как вы сразу понимаете, что шарлатанство, да, здесь подвохом пахнет. Вот так вот, мои хорошие, ну, как предупреждение вам идет. Так, и еще момент. Здесь кто-то из девочек ждет от мужчины либо письма, либо, ну, хотя бы какого-то намека, что там чувства есть, да, что вы интересны этому человеку. Может быть, пообещал, а вы все ждете и ждете. И вы вся в сомнениях, вы терзаетесь. Смотрите, я так скажу, что у человека чувства к вам есть, но человек еще межуется, он еще не определился. Проблема вот в чем. Ему не хочется с вами играть, ему хочется, чтобы все между вами было прям чисто, гладко, идеально, но те условия, в которых он находится сейчас, они не позволяют.
Вот. Почему не пишет? Потому что не желает вас обманывать, не желает лукавить, не желает там, привирать, да, и искажать информацию. Да, он понимает, что он не прав, что он там, например, пообещал, знает, что вы ждете. Но пока вот в ближайшие 2-3 дня будет по-прежнему тишина. Он появится позже. Скорее всего, вам все объяснит, расскажет, как все было. Вы все поймете. Не терзайте себя, пожалуйста. Найдите себе дело по душе и старайтесь поменьше думать об этом человеке. Ну, представьте на минуточку, что он куда-нибудь там на Луну улетел, да, а в космосе нет связи. Вот. И просто надо подождать. Он честен с вами, вот, либо желание быть абсолютно честным с вами, поэтому и пока молчит. Как только условия будут подходящими, обязательно, вот даже без письма, сам вам все расскажет и все вам объяснит. Не нервничайте и не переживайте. Так, еще тут кто-то у меня переживает за здоровье какого-то человека, либо вы будете переживать. Вам будет казаться, что человек с вами нечестен. То есть человек плохо выглядит, либо какая-то интонация голоса. Может быть, по телефону вы говорить будете с этим человеком, либо там переписка какая-то. Вот ощущение, что с человеком что-то не так. Вы подумайте на здоровье. На самом деле там не здоровье, там просто у человека плохое настроение, либо человек разочаровался. Вот. Не накручивайте себя и не нервничайте. Это нормально. Так иногда бывает. На то мы и люди, чтобы думать, понимать, принимать, либо разочаровываться. Это нормально. Вы, главное, дайте этому человеку время, да, чтобы человек там, пришел в себя, пришел в норму, потом уже поговорите. Не в здоровье дело. И да, кстати, кто-то может пользоваться здоровьем, этой темой, вернее, здоровья, манипулировать, симулировать какие-то болезни, похоже на мужчину, ленивого мужчину, который будет себя так вести. Вы ему говорите, иди на работу, он говорит, ой, нет, что-то у меня сегодня, там, не знаю, спина ломит, либо я заболел, у меня температура 37,2, я сгораю, все, конец мне. Вот желание, ну, побездельничать, да, полентяйничать и чтобы позаботились. Ну, скорее всего, я так понимаю, что вы знаете, как избавить человека от лени, но не усердствуйте сильно. Иногда можно побаловать своего любимого человека, ну и подыграть, да, но не больше, чем 1-2 дня. Вот, пусть идет, работает, пусть занимается делами. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.